Добрый день, меня зовут Давид Амир, фамилия Садур. Я только что с православной конференции рождественских чтений, которая посвящена была тюркам православным. Ну, в частности, я сам татарин, этнический татарин, православный христианин. Конференция была в рамках рождественских чтений, проходящих сейчас в Москве и в разных других епархиях. Собралось огромное количество народу, несколько епископов было из очень разных епархий. Православие было представлено очень широко, именно тюркское православие. Были представители Москвы, в первую очередь Московская православная община татар, которая включает в себя не только татар, но и киргизов, казахов, узбеков, разные национальности тюркские, которые исповедуют православие, которые участвуют в церковных таинствах, в церковной жизни. Широко была представлена кряшинская община, в первую очередь Татарстана. Кряшины – это татарский субэтнос, православный субэтнос, которые уже очень давно исповедуют православие, которые сами считают, что они из язычества приняли православие и до нынешних дней. Первый день была конференция, где были представлены доклады, где люди рассказывали о жизни разных православных людей в разных епархиях. Очень широко была представлена история православия среди тюркских народов. Выяснилось, что она очень широка, многогранна. К сожалению, в советское время замалчивала историю, борясь со всяким проявлением духовности, замалчивала историю как православия вообще, так и тюркского православия. И сейчас всплывают удивительные эпизоды, факты. Было много свидетельств и от кряшин, и от представителей Оренбургской епархии, и от представителей Казахстана о тех исповедниках веры, татарах, казахах, кряшинах, которые сумели в годы репрессий, в годы гонений на церковь выстоять, не потерять веру, и не только не потерять веру, но и передать ее будущим поколениям. Один отец Павел Чурашов рассказывал о своих непосредственных родственниках, которые также много претерпели за веру. Это было удивительное свидетельство, конечно, особенно учитывая то, что общепринято, что татары преимущественно мусульмане, а это были именно представители кряшинов, язык который практически не отличается от татарского, за исключением небольших деталей. Это было интересно, содержательно. Много было общений кулуарных, со многими людьми познакомились. Выступала отдельно представитель Института перевода Библии, который широко занимается переводами Библии на разные языки, и тюркские в первую очередь, но не только тюркские. Библия переведена практически на большую часть языков народов постсоветского пространства. Люди имеют возможность познакомиться с этим текстом. Много говорилось о сравнительном анализе. Скажем, я занимаюсь сравнительным богословием, сравниваю ислам и христианство. Эти встречи уже проходят регулярно, это уже 9-я такая конференция. Мы обрастаем связями, знакомствами, ездим друг к другу. Скажем, московская община ездит к казанской общине, к казахской. Обмениваемся мнениями, обмениваемся текстами. Меня забросали просьбами присылать тексты, которые показывают элементы сравнительного богословия. Сейчас приеду, буду заниматься. И просто познакомились с замечательными людьми, с огромным количеством людей. Я, скажем, встретил епископа Антоний Волгодонский, с которым я общался, лет 20, наверное, назад был в гостях у него. Он принимал нас, еще будучи иеромонахом в Иоанновском монастыре. Сейчас он уже епископ, возглавляет целую епархию, уже вторую по счету. Тоже была очень приятная встреча. Много таких встреч, на самом деле, очень много таких встреч. Мой доклад содержал именно сравнение библейских персонажей с кораническими. Большинство из них, конечно же, совпадает. Естественно, есть некоторые отличия, есть
богословская, сатериологическая интерпретация Исы Масиха, коранического, она, конечно, сильно отличается от Иисуса Христа, то есть от библейского, от евангельского. Вот. Но тем не менее, как раз я говорил о том, что мусульмане также чтут практически всех пророков, начиная от Адама, и Ису Масиха, Иисуса Христа, которого мусульмане почитают как великого праведника, чудотворца, который воскрешал умерших, исцелял больных, который был зачат чудесным образом. Коран говорит о Деве Марии, как именно о Деве Марии, которая чудесным образом зачала и родила этого ребенка. Вот. Ну, также я напоминал о том, что Коран говорит о вознесении Исы Масиха и о его втором пришествии. Мусульмане ожидают его второго пришествия. Даже есть в Дамаске мечеть, где один из минаретов посвящен ему, да, и многие мусульмане ожидают его второго пришествия именно в этом месте. Второй день был сегодня. Сегодня состоялось богослужение, литургия, божественная литургия, где звучали молитвы на национальных языках, ну, в первую очередь татарских, но не только, и мордовском, и чувашском, кряшинском языке. Ну и, конечно, это было очень отрадно, потому что не всегда тюркам, носителям тюркских языков имеется возможность помолиться на своем собственном языке, прославить Бога и поучаствовать в таком богослужении. Вот такое вот содержательное 2 дня, которые, ну, еще немножко продолжаются.